Всем доброго дня, с вами Зада. Дорогие друзья, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Поздравляю вас с Рождеством, желаю всем мира, добра и счастья. А я продолжаю делиться с вами рецептами праздничных блюд. И сегодня будем готовить куриные рулеты. Я приготовила 2 рулета с начинками. Один из них с черносливом и грецкими орехами, а другой со шпинатом и охотничьими колбасками. Итак, куриное филе промоем, обсушим и вот как на видео показано, прям не сильно, но вот так вот раскрываем. Пусть не сильно тонко будет, так как мы будем отбивать еще. Вот так вот все филе мы раскрыли. Дальше мешочек целлофановый снизу и сверху накрываем и слегка начинаем отбивать. Отбивать надо слегка, не сильно, так как филе может разорваться. Сначала с одной стороны отбиваем, затем переворачиваем и отбиваем с другой стороны. Ну, надо следить за тем, чтобы толщина филе была одинаковая. Ну, по крайней мере, чтобы толщина стала одинаковой. Вот так вот все филе мы подготовим. И дальше сухие специи перемешиваем. И дальше обмазываем филе с одной стороны. Так вот обсыпаем и руками обмазываем. Полностью накладываем один на другой и обмазываем специями. Если филе порвалось и все-таки у вас появятся, вот как у меня, мелкие кусочки, их тоже точно так же надо обсыпать специями, они тоже пригодятся. Вот теперь переворачиваем и с другой стороны обсыпаем точно так же и обмазываем руками. Все, филе наше готово. Теперь берем посуду поглубже и ложим филе в посуду, накрываем пленочкой или крышкой и выносим на холод. Я мариновала филе вечером и вынесла на холод на ночь. Оно у меня стояло на балконе, мариновалось. На следующее утро берем рукав для запекания и вот так вот, как на видео, ножницами отрезаем с 2 сторон, вначале вдоль, потом поперек, и раскрываем. И дальше выкладываем филе в виде прямоугольника или в виде квадрата. Конечно, вот эти кусочки мелкие тоже нам пригодились, где меньше или тоньше филе, мы туда накладываем сверху. Затем я делаю первый рулет. Это с орехами и с черносливом. Чернослив надо промыть, обсушить, и грецкие орехи. И вот так вот в произвольной форме выкладываем. И вот, как показано на видео, сворачиваем. Только вот эту пленочку не сворачивайте, а вот так вот убирайте, как на видео. Вот так вот вытягиваем и скручиваем рулет. Дальше. Вот теперь в эту пленку мы заворачиваем наш рулет плотно. Вот. И с 2 сторон, утрамбовывая рулет,
сворачиваем как конфетку, как фантик, и завязываем любым приспособлением. У меня вот от рукава были вот эти пластиковые штучки, я ими завязала с двух сторон. А вы, если у вас нет вот этих проволочек, то можете толстыми нитками или шпагатом завязать. Вот, теперь берем пищевую пленку и оборачиваем наш рулет в несколько слоев. Вначале в длину, в ширину, а дальше в длину. Прям полностью завернем и формируем колбаску. Все-таки пищевая пленка будет плотно и герметично закрывать наш рулет. Ну, по крайней мере, рукав этот не растрескается и не расползется. Приступаем ко второму рулету. Шпинат выкладываю по всей поверхности филе. Дальше охотничьи колбаски. Я взяла 2 ряда, можно и 1 ряд положить. Вот с одного края отступаем где-то 4-5 сантиметров, выкладываем колбаску и сворачиваем рулет, вот как на видео. Пленочку не заворачиваем, а вот так вот вытягивая, убираем. Я хочу сказать, что начинку можно взять любую. Можно морковь с луком пассеровать, его положить. Ну, конечно, посолить и поперчить, будет очень вкусно. Можно грибы с луком обжарить и грибы положить. Можно просто зелень и болгарский перец. Тоже будет нарядно и вкусно. Так как я делала эти рулеты на Новый год, я взяла вот такие начинки. Получилось очень вкусно и выглядело очень красиво. Все, наш второй рулет готов. Плотно утрамбовываем и завязываем. Точно так же, как и первый рулет, мы заворачиваем в несколько слоев в пищевую пленку. Рулеты наши готовы. Теперь берем форму для запекания, либо противень, наливаем воды и ставим в духовку. Духовка, конечно, должна быть разогретой заранее до 180 градусов. Пока не начали рулеты, прямо включите, и пусть духовка нагревается. Я выпекала 1:20, но если у вас будет намного меньше, или 1 рулет вы делаете, то смотрите, 45 минут или час максимум достаточно будет, чтобы рулет получился мягким, нежным и сочным. Перед тем, как ставить рулеты в духовку, надо будет кончиком ножа проколоть в 2-3 местах. И вот когда они приготовятся, надо вытащить с духовки и дать остыть в этом же виде, вот в этой обертке. Если вы готовите заранее на мероприятие свое, то можете положить в морозильник. Оно не теряет ни вкусовые качества, и форму также держит прекрасно. Я для своей семьи готовлю так. Попробуйте и вы. Это очень вкусная, сочная, нежная и необычная закуска. Я думаю, понравится всем, и домочадцам, и вашим гостям. Попробуйте приготовить. На первый взгляд вроде бы много работы, но на самом деле готовится быстро, а получаются очень вкусными. На столе выглядят нарядно, празднично. И у любой хозяюшки, я думаю, найдется и филе, и начинка любая, и время приготовить, и обрадовать своих домочадцев и гостей. Попробуйте. Это очень вкусно. Приятного аппетита!